Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. И мы с вами посмотрим, какое решение он принял. Его решение относительно вас, относительно ваших отношений. Пожалуйста, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему вопрос, мысленно либо вслух. Так и спросите: мой милый, дорогой, какое решение ты принял по поводу меня, по поводу наших отношений? И пусть нужная информация вам в песке откроется. Также, мои хорошие, спешу вас всех сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого. Здесь мужчина полон решимости какой-то лед расколоть, какие-то оковы скинуть. Его решение бороться, его решение не сдаваться. Не знаю, как преграда какая-то есть. Может быть, преграда — это то, что вы, допустим, поссорились, и вы его не хотите видеть. Может быть, преграда — это то, что у вас есть другой мужчина рядом. Может быть, преграда — это то, что у него женщина есть рядом. Вот он говорит: я буду бороться. Он как будто бы доспехи одевает, и он в таком возбужденном состоянии, вот он хочет бороться. Смотрите, девушки, женщины, мои хорошие, здесь у мужчины что-то произошло. Ну, у него произошло, либо с ним произошло. Мне идет, что мужчина очень много и долго думал, и вот какое-то событие его просто вот как будто бы включило. Да? Он был в состоянии выключенном, теперь он включился. Если раньше он как-то все принимал, ну, как должно, ну, типа, пусть будет, да, ну, типа, неважно, да, вот как-то так очень нерешительным было действие, от него шло только лишь бездействие, да, вот сидел так, ручки разводил: а что я могу, а что я поделаю, ну, вот видишь, нельзя, видишь, преграда, то теперь вот как будто бы его подменили, теперь ему хочется там рваться, бороться, добиваться, сражаться, да, вот какой-то он, ну, вот перевозбужденный мне идет, какой-то событие произошло, что стало большим триггером для него, и как будто бы он пробудился, как будто бы до него дошло, что он что-то важное теряет, вот как будущее теряет, свою судьбу теряет, любовь свою теряет. Вот он решил бороться. И он такой: мне все равно, с кем я буду бороться, я пойду до конца. Вот мне нужна она, да, все, не могу. Я сам не свой, дух борца в нем пробудился. И он прям такой вот, прям, знаете, аж дерганый стал, дерганый, да. И ему важно, чтобы вы ему верили, либо он будет добиваться, чтобы вы ему верили. И для этого он активно начнет разбивать этот лед. Какой-то лед между вами. Может быть, вы действительно поссорились. Может быть, опять же, есть третьи лица, которые мешают. Вы же все разные, да, и так может проиграться. И он такой: все, я разобью этот лед, я не сдамся, я не отступлю. Таким вы его еще, девочки, не видели. Он в вашей памяти такой вот, ну, пассивный мужик, который там любит брать, но не любит давать, любит плыть по течению, но не умеет грести. Да? Вот он у вас такой в памяти, ну, по крайней мере, в личной жизни. Да? Может быть, в бизнесе, там, в работе он немножко другой, а вот в личных отношениях он очень пассивный, он такой: ну, типа, не надо, может, и не стоит, а пусть будет все как есть, да я устал, да я то, да я все. Да? Вот он в вашей памяти такой. Когда вы его в следующий раз увидите, а увидите вы его очень скоро, вы аж прям не узнаете, скажете: да что такое, это подмена, да, где мой вот этот спокойный, ленивый делся, ты кто, мужчина, рыцарь, ты кто, ты куда моего дел, да, кто тебя укусил, скажи мне, чем тебя заразили, ты такой храбрый, ты такой смелый, ты такой активный.
У него даже выражение лица поменялось, девочки. Вот выражение глаз, лица. Даже тембр голоса немножко изменился. Прям, слушайте, ну, откровение идет. Откровение. Мужчина становится сам собой, взрослеет, что ли, да? Вот мне идет, что он взрослеет. Я хочу посмотреть, что между вами произошло, да? Что это за лед? Что за лед? Что его беспокоит? Какой лед между вами лежит? Что происходит? Прям интересно. Будет колоть этот лед, да, на маленькие кубики для коктейлей. Пока все не расколет, не успокоится. Ну, смотрите, вы все разные, все равно я ответ не могу получить. Тут либо вы поссорились, да, между вами вот ссора произошла, и мужчина такой: все, я уберу, я все почищу, никакой ссоры не будет, я с тобой помирюсь, все тебе объясню, все твои там страхи, сомнения я развею, да, все будет замечательно. Либо у кого-то вот змея, которая не позволяет вам быть вместе, которая ставит крест на ваших отношениях. То есть соперница, либо соперник у кого-то отыграется. У него соперник, а у вас получается соперница, да? То есть, возможно, вы даже и не имеете никого рядом с собой. Может быть, вы там чисто ради провокации, да, опубликовали фотографию с каким-то мужчиной, либо там с коллегой прошлись, да, со знакомым прошлись. Мужчина это увидел, перевозбудился и такой: все, ее уводят, да, я ее теряю. Надо действовать, надо шевелиться, пойти там настучать, да, этому мужчине, чтобы дать понять, что это я, тут самый главный, и я будущий муж, да? Да, мужчина в корабль буквально впрыгивает. Знание, он какое-то знание получил, понимаете? И вот оно, озарение пришло. Ему открылось, что вы его звезда, вы его путеводная звезда, звезда, под которой он будет счастлив, либо рядом с которой он будет счастлив. И вот это его накрыло. Так, давайте посмотрим, добьется он своей цели или нет. Я его просто вижу с букетом на вашем пороге и вас шокированную, потому что мужчина изменился до неузнаваемости. Добьется он своей цели? Добьется он вас? В обратном. Карты вышли в обратном положении, я все поняла. Цели он своей добьется. Но, девочки, ему нелегко будет, потому что вы сопротивляться станете. Либо вы его начнете проверять, скажете: ну, я тебе не верю, да. Сначала сделай, сначала докажи, а потом мы с тобой поговорим, потом мы посмотрим. Сейчас еще один момент хочу досмотреть. Угу. Ну, у вашей пары явно есть враги. Тут либо поглазили вашу пару, либо действительно сплетнями, воздействием пытались рассорить вас. Но это уже не важно. Важно, что до мужчины наконец-таки дошло. Смотрите, я его вижу на вашем пороге в виде собаки, большой собаки, с букетом в руках. Букет – это и признание в любви, и букет – это приглашение, предложение. Да? Он на вашем пороге, а собака – это друг, собака – это верный, это преданный, на все ради вас готов. Да? Вот прям преданность свою покажет. Вы будете в шоке, потому что вы его таким никогда не видели. Вы его, ну, знаете, да, мужчина очень пассивным, неактивным и человеком, который прям вообще по жизни не спешит. Для него время жвачка, она тянется до бесконечности. Мужчина, который там живет своими интересами, там не заинтересован в серьезных отношениях, либо для него серьезные отношения – это прям мука. А тут он появляется и буквально требует от вас серьезных отношений, перевести ваши отношения на новый уровень. Там, вплоть до того, что мужчина там вам предложение сразу сделает, либо прям потребует, чтобы вы в ЗАГС пошли буквально завтра подать заявление. Ну, вас это очень удивит, и вам будет казаться, что он либо пьяный, либо, ну, чего-то там еще, да, под чем-то находится, ну, потому что, ну, другой, он по-другому выглядит. И я вам больше скажу, теперь он всегда так будет выглядеть. Вот
пробудился. Он пробудился, либо наконец-таки повзрослел. Вот вы какой-то девочке триггер запустили, который действительно сработал на все 100. Если бы не этот триггер, возможно, мужчина до сих пор был бы в состоянии амебы, да, вообще не шевелился, ничего бы не делал. Просто посмотрел, как вы уходите из его жизни. А теперь он такой: нет, я буду бороться, я ее люблю, она моя женщина, я никогда ее не отпущу. И у него еще такая цель, знаете, чтобы вы его полюбили, ну прям по-настоящему, да, чтобы вы ему верили, чтобы вы любили, чтобы вы никогда в нем не сомневались. То есть ему хочется доказать вам, что он настоящий мужик, да, человек слова, что рядом с ним вы будете чувствовать себя защищенной, уверенной в завтрашнем дне, и чтобы он стал героем вашего романа, да, вот прям, чтобы вы им восхищались, ему этого очень хочется. Может быть, он действительно там сравнивал себя с другими, может быть, вы его сравнили с кем-то другим и тем самым там триггернули его. Опять же, вы все разные, у каждого своя история. Но вот мне идет, что он просто вот прорвется в вашу жизнь, прорвется и будет вас добиваться с преданностью, с заискиванием, с этими томными взглядами в вашу сторону. И он не хочет слышать слова «нет». Он будет глух к этому слову. То есть, возможно, вы ему такая с порогу «нет». И он такой: я ничего не слышал, я тебя люблю, там, ты моя женщина. Девочки, вы все это еще увидите, поймете. И вам еще с этим жить. Да, мужчина очень поменялся. И, кстати, это будет очень интересно узнавать его заново. Перемены качественные, именно качественные. И количественные, кстати, и качественные. Вот, по-другому он теперь относится и к себе, и к вам, и к жизни, и к будущему, и к отношениям. Вообще по-другому смотрит на любовь и на личную жизнь. На совместную, да, счастливую личную жизнь. Совершенно по-другому смотрит. И знаете, вот ангел за ним его стоит, его ангел-хранитель. И этот ангел-хранитель, я так понимаю, что очень постарался, чтобы мужчина не лишился вас. Потому что мне идет, что из-за своей вот этой ленности, глупости и несуразности этот мужчина чуть вас не потерял. Да? Либо он был очень близок к тому, чтобы вас потерять навсегда. Но вот ангел добился, чтобы он как в последний момент спохватился и начал действовать, начал вот прям к вам бежать, к вам тянуться. Сейчас он усиленно готовится к тому, чтобы появиться. У кого-то он еще сегодня появится, у кого-то завтра появится, а у кого-то при первой возможности. Да? Возможно, мужчина далеко от вас находится, ему потребуется время, чтобы до вас, я не знаю, там доехать, добраться. Ну, потому что такие вещи, они по телефону не решаются. Да? И очень важен этот визуальный контакт, и без него вот как бы никак. Да? Ну ничего, что идет, то идет, что будет, то будет. Того не миновать, как говорится. И идет, что он какую-то экспресс-трансформацию прошел. То есть очень быструю, за очень короткий срок он действительно трансформировался, как повзрослел, поумнел. И ну вот самим собой, что ли, стал, как правильно сказать. Раньше был какой-то непутевый мальчишка, а теперь это взрослый, серьезный мужчина. Вот так мне идет. Кстати, он не только к вам поменялся, он поменялся еще и к работе, да, к делам, к работе. Может быть, раньше он все делал спустя рукава, либо такой тяп-ляп, там лень, хочу поиграть в компьютер, там телефон, с друзьями хочу потусить. А теперь он такой: надо денежку заработать, надо там что-то купить, надо отложить, надо там стараться. Все делать правильно, там карьеру строить, да, очень сильно поменялся. Как будто бы человек понял, чего он от жизни хочет. И теперь он будет к этому идти, и идти любой ценой. Понимаете, его теперь очень сложно будет, ну не то чтобы остановить, просто замедлить будет очень сложно. Говорю, вы как заново будете его изучать, и вам будет интересно, и вам будет нравиться, что мужчина так сильно поменялся, перевоплотился. Прям как другой человек. Вам еще потом придется рассказывать своим подружкам, ну, либо родственникам, да, кто его хорошо знает, что он поменялся, он стал другим. А они такие: это не может быть, да, люди так не меняются. А вы такая: да поверьте, вы его не узнаете, когда увидите. Я сама его еле-еле узнала, когда увидела. Да, хороший знак. Мне вообще идет, что вы были посланы в его жизнь для того, чтобы, ну, мужчина на ноги встал, для того, чтобы он изменил свое будущее. Вы ему посланы как спасение, как шанс, как действительно путеводная звезда. Вот как карты показали, что вы его звезда, вы его солнце.
Вот как будто бы сами небеса, да, посмотрели на него и думают, ну, дурачок, да, ну, жалко его, да, в принципе, есть какие-то задатки, давайте его спасем, давайте пошлем ему эту чудесную девушку, эту волшебницу, она его изменит. И так оно и произошло. Да, благодаря вам. Вот если бы не вы, до сих пор бы сидел бы там, пукал в диван и, там, не знаю, с друзьями бы тусил, либо с компьютером бы время проводил, да, вообще бы ничего не делал. Вот так жил бы наотмашь, на отвали бы жил, и ничего бы не происходило. А вот благодаря вам меняется, и жизнь его меняется. Да и ваша тоже меняется. Здесь все очень сильно взаимосвязано. Ну, не просто так вы познакомились, не просто так вы друг другу понравились, влюбились. Здесь вот прям как идея, задумка небес реализовались. И еще, девочки, по поводу вас хочу сказать, что у вас из-за этого мужчины в какой-то момент очень сильно расшатались нервы. То есть вы, скорее всего, нервничали, вы, скорее всего, переживали. То есть бесил он вас своим вот этим вот ужасным пассивным поведением. Вам бы немножко какое-то успокоительное попить. Вам это действительно нужно, и вам это поможет. Там природное какое-то успокоительное, там фитоаптека, да, зайдите, может быть, какие-то травки там позаваривайте. Высыпаться старайтесь. И, кстати, спорт тоже очень помогает выгонять этот стресс и убирать это волнение. Вам это просто необходимо. Хочется сказать, нанервничалась из-за этого мужика, но оно того стоило. Мужик действительно поменялся. Мои хорошие, ждите его. Не удивляйтесь, не пугайтесь, он действительно поменялся, и поменялся он ради вас, во имя вас, благодаря вам. Новая версия мужчины у вас буквально на пороге. Он будет вас добиваться, и так просто он от вас уже не отстанет. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.